что сейчас принимает поздравления Лиза Матусевич. Ей удается одержать победу в мемориале выдающихся наездников России 2020 года. Ну а пока вы смотрите за лучшими моментами, за самыми интересными событиями, которые происходили в этом заезде, у нас в студии появляется кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета Камил Фархудинов. Здравствуйте, Камил Динарович. Знаю, что ваш университет активно работает не только там, в общем сельском хозяйстве, но и конкретно в спортивном питании для лошадей, которые выступают на ипподромах. Мы сотрудничаем с ипподромом Акбузат и в плане содержания лошадей, в плане их испытаний, а также в плане ветеринарного осмотра, ветеринарных, ну, скажем так, дел, чтобы лошади были все здоровы, хорошо себя чувствовали и прекрасно выступали на соревнованиях. Да? А вот для спортсменов, да, для футболистов, для хоккеистов, для них разрабатывается определенный рацион, разрабатываются прямо целые там специальные спортивные напитки, линии спортивного питания. Что для лошадей, которые именно выступают на ипподроме? Конечно, лошадь, если она профессиональный спортсмен, если она выступает на соревнованиях, особенно на международном уровне, то у нее существует специальный график и тренировок, и питания, и содержания. То есть все, скажем так, атрибуты спортсмена-человека присущи и спортсмену-лошади. Точно так же для них созданы здесь и душевые, и солярии персонально, и личные тренера. То есть в этом плане лошадь-спортсмен не отличается от спортсмена-человека. Насколько вот такая подготовка лошади, такой уход специальный может поспособствовать улучшению спортивных результатов? Я немножечко расширю вопрос. Дело в том, что хороший результат может показать только здоровая лошадь, тренированная лошадь и воспитанная лошадь. Без всех этих составляющих лошадь, какая бы ни была у нее родословных, она не сможет проявить свои лучшие качества. Поэтому именно правильное кормление, правильное содержание и тренировки дают возможность лошади раскрыть свой потенциал и проявить свои лучшие качества. Есть здесь какие-то общие принципы или же для каждой лошади все подбирается индивидуально? Есть общие, скажем так, правила, да, когда лошадь начинают тренировать, как ее обучают. Это как бы, скажем, не банально это не было, но лошадь еще учат даже ходить, правильно ходить спортивным шагом, правильно бежать. И в дальнейшем, когда уже лошадь начинает выступать, когда она уже готовится к ипподромным испытаниям, уже начинаются индивидуальные тренировки, которые зависят от самой лошади, от тренера. И тут уже как раз начинается индивидуальный подход. Я маленький пример приведу. Одна из самых известных лошадей, которые были в Советском Союзе еще, это был жеребец чистокровной верховой породы по кличке Анилин. Да, в детстве он немножко прихрамывал, да, но вот тренер смог разглядеть в нем потенциал, да, и так развил эту лошадь, что она выиграла самые престижные мировые соревнования. Это была самая лучшая лошадь Советского Союза. То есть индивидуальный подход к каждому выдающемуся спортсмену. Ну что, будем надеяться, что также профессионально у нас будут на ипподроме следить за каждой лошадью, чтобы они достигали максимальных результатов. Большое спасибо нашему гостю в студии. Конечно же, отмечаем, что сегодняшний этап, так скажем, по его ходу мы видели разные выступления. Да, сегодня очень драматичные выступления. Я, хотя человек не азартный, но покричал. Очень интересно и драматично. С выступлений детей и потом уже скачки на башкирских лошадях и бега.
просто сегодня очень замечательный праздник для всей республики. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Кандидат сельскохозяйственных наук Камил Фархутдинов был у нас в гостях. Но мы будем продолжать следить за тем, что будет происходить у нас на дорожках ипподрома Акбузат. А происходить будет сейчас самое интересное.